Selam aleykum aziz dostlar. Takvimlerde Mayıs'ın 18'i. Bu ise bizim halkımız için kara günler. Ve bugün sürgünlüknün kurbanlarına bağışlangan bir marafon ötküreceğimiz. Açınız, açınız, tekrardan ava beriniz. Özümlü kollarımны, insanların yüzlerini göreyim. Men de başkaları gibi insan ekenimni hissedeyim. Açınız, mında bu balacık ölüp olamay. Onun canı yağı teneke ve demirlerinin bekitilgen. Bu kapanık ölüm yaşığı içinden çıkıp olamay. Açınız. Tamam böyle duygularını hepsi bitalarımız ve karabalarımız hissettim. Ve bu akta bizler yaşlar pek çok laf etmek gerekmiz. Şimdi ise birinci levhamızı seyretmeye teklif ettim. Ağam, sana bir sualim var. Ne oldu adam ayt? Ne için bizim halkımızga 18. Mayısı o kadar mühim? Kadam, ben bu günlerini görmedim. Ama senin yaşında olganda bizim karbamamız mağa çok şey tarif etti. Öyle olsa bana da anlatı tarihini. Yaxşı, o zaman dikkatle dinle. 18 Mayıs günü Kırım Tatarlarını facalı ve hara sayfelerinden biri. Sürgünlükte halkımız çok kıyınlıklardan geçti. Çaresizlikке uğradı. Yaş, kart demey, herkesini kol alıp çalışmağa mecbur ettiler. Fakat teslim olmadı. Ana vatanı Kırım'a kaytmak için çok hareket etti ve kureşti. Bak, aytkanlarını unutma. Daima aklında tut. Evet ağa, biz yaş nesil olarak bu günlerimizni aklımızda tutup gelecek nesilge anlatmak gerekmiz. Bu dökülgen göz yaşlarını hiç unutmaz yaş nesilimiz. Anadan daha yakın insan olur mu? Vatandan da sıcak toprak olur mu? Millet olmasa olmaz vatanım. Vatansız da millet olmaz. Elbette bu mevzunu müzakere etmek için biz musafirlerini çağırdık. Tamam birinci musafir benim yanımda otura ve onu takdim etmeye men hazırım. Kırım Tatar Medeni Tarihi Miras Muzeyinin ilmi ekspozitsiya işleri bölügünün müdiri, Kırım Cumhuriyeti Medeniyet Nazirliğinin Yaşlar Şurasının azası Ibazir Чачи. Selam алейкум, hoş Selam geldiniz. алейкум, sağ olun. Как известно, наш народ всегда старается сохранить нашу культуру, язык и историю. И на сегодняшний день работает Крымско-Татарский музей. Расскажите, пожалуйста, к 18 мая какие выставки открылись и, может быть, какие-то мероприятия готовятся и сегодня пройдут? Ежегодно Крымско-Татарский музей культурно-исторического наследия организовывает выставки, посвященные вот этой трагической странице крымско-татарской истории 18 мая и также жизни в местах спецпоселений. Ну и, конечно же, возвращение мы также стараемся отразить в своих экспозициях. Действительно, сотни тысяч судеб уроженцев Крыма было разрушено, и показать этот материал полностью невозможно ни в одной из экспозиций. И поэтому каждый год мы стараемся разные аспекты, разные направления
этой истории отразить. В этом году у нас 14 мая открылась выставка под названием «Эхо изгнания. Голос возвращения». И она посвящена той исторической странице, в частности, жизни крымских татар в местах спецпоселения в Марийской ССР. Здесь тоже сразу вкратце отмечу, что крымские татары были направлены в разные регионы Советского Союза. Здесь и Узбекская ССР, Казахская ССР, и целый ряд областей РСФСР, Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. И Марийская ССР стала третьим по количеству направленных спецпоселенцев региона, по численности направленных спецпереселенцев. Больше всего в Узбекскую ССР, затем в Молотовскую область, это современная Пермская область, и, наконец, вот порядка, по разным данным, от 8 до 10 тысяч человек оказалось в Марийской ССР. Мы встретились, общались с потомками как раз-таки именно тех крымских татар, которые были направлены туда, изучали архивы различные, в том числе и Республики Марий Эл, чтобы отразить вот эти все моменты. Ну и, конечно же, экспонаты различные, так или иначе связанные с сюжетами именно этих мест, этих регионов. Это, ну, по-разному говорят, да, это и Поволжье, и Приуралье, примерно вот этот регион, лесной, местами труднопроходимый, и как раз-таки в этих местах тысячи крымских татар оказалось. И мы постарались, не всех, конечно, получилось, опять-таки, тысячи судеб, и лишь ограниченное число в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия фотопортретов различных, сюжетных в том числе, как «Жизни в бараках», на лесоповале, бытовые различные условия, которые там были, также постарались отразить. Среди физических экспонатов это, конечно же, элементы одежды. В частности, особенно в конце 40-х годов, в условиях сильных холодов, в зимний период времени, мы обнаружили некоторые сохранившиеся элементы теплой зимней одежды, которые вот носили, ну, пока что крымско-татарские женщины. Такие мужские элементы у нас в других некоторых наших музеях представлены. Среди бытовых вещей это у нас различные масляные лампы. Печку-буржуйку мы также обнаружили, вот металлическая печь, как необходимый элемент быта, обогрева помещений. И, конечно же, это инструменты, которыми приходилось работать, в первую очередь топоры, пилы и прочее другое, как раз-таки необходимые на лесоповале. Вот это все мы постарались отразить, это только здесь, в Симферополе. Помимо прочего, у нас там есть моменты, связанные с реабилитацией различные, в частности, в первую очередь предметы декоративно-прикладного искусства, созданные уже в 90-е и 2000-е годы. Или же это у нас еще скульптуры, например, Айдера Алиева, тоже посвященные событиям возвращения известного скульптора. Между прочим, кстати, Айдар Алиев тоже на выставке был, и тоже такой интересный момент, он родился в Марийской ССР. Конечно, большая часть его деятельности связана с Узбекистаном, Крымом, но тоже вот такой интересный факт, потому что в 1952 году он как раз-таки, у нас там даже на фотографиях есть, это деревня Козюково, где очень много крымских татар, спецпереселенцев оказалось, Марийская ССР. И в других местах у нас, конечно же, традиционно в мемориальном комплексе жертв депортации поселке Сюрень Бахчисарайского района. Это наш отдел нашего музея, и там тоже традиционно мы выставки различные готовим. У нас есть там, ну, в данный момент здесь художественная выставка, и, конечно же, те экспонаты, постоянно действующие выставки мы тоже стараемся дополнять. В том числе и у нас среди современных методов информационная панель представлена, где различные видео с воспоминаниями очевидцев событий, фотографии различные, указы государственные в том числе, посвященные всей этой теме представлены. Ну и мероприятий запланировано тоже большое количество, ведь в первую очередь они направлены на молодежь, чтобы рассказывать им о этой странице. Ведь помнить мы обязаны всю историю, как светлые, героические моменты, так и, конечно же, темные, трагические. Как вы анонсируете о мероприятиях, чтобы об этом слышали не только взрослые, но и студенты, и дети, может быть, школьного возраста? Ну, конечно, в первую очередь в наших соцсетях, на официальном сайте нашем, и, ну, у нас практически везде наши соцсети есть, точнее, сообщества в соцсетях. Также стараемся предупреждать, ну, студентов, кто где работает, передавать информацию молодежи, чтобы, ну, как можно больше людей узнало. Не всегда удается, но наши выставки все-таки многие посещают. Плюс очень много выставок у нас по Пушкинской карте есть, вот молодежь может без проблем, ну, для себя практически бесплатно посетить. Да и так у нас цена символическая входа билета. Мемориальный комплекс полностью бесплатен, полностью все обслуживание.
И, ну, стараемся вот как можно больше везде, на тех платформах, которые доступны, работают, мы их стараемся освещать и анонсировать наши события. Мгм. Вы же упомянули, что есть экспонаты, да, связанные с 18 мая, депортацией крымских татар. Скажите, пожалуйста, может быть, есть какие-то особенные, интересные экспонаты, о которых вы можете рассказать, особые истории? И вообще, где берутся экспонаты, как вы их добываете? Ну, в первую очередь, сотрудники музея, конечно же, проводят большую работу с населением, в частности, ищут потомков или самих выселенных, и общаются с ними. Не у всех, конечно, сохранились те или иные вещи. Многие не хотят сперва с ними расставаться, как, например, фотографии. Ну, например, такие простые вещи, как фотографии, документы плоские, мы, конечно же, сканировать можем. То есть мы можем и не забрать, а просто сканировать, а затем уже обработав представить. Даже вот, когда мы открыли выставку 14 мая, некоторые у меня спрашивали, вот такое хорошее качество фото, как они в 1950-х годах в условиях спецпоселения так хорошо сфотографировали. Мы говорим, они на самом деле сфотографировали как обычно, фото, то есть там 10 на 10, 10 на 20, но мы уже просто как с помощью современных методов цифровизации, обработки улучшили качество фото, увеличили их и вот так представили, да, что как можно лучше отразить уже, ну и для молодого поколения более понятно, чтобы было. Многие вещи, которые мы собираем, представляем, действительно нам люди несут. И наш музей, в первую очередь тот, который находится в Симферополе, у нас здесь просто фонды находятся, и главный хранитель, соответственно, мы сразу можем здесь принять тот или иной экспонат. И всегда вот просим людей пожертвовать музею их. Мы все принимаем в фонд, они, то есть, согласно программам, ГОСТам, они как раз таки поддерживаются в необходимом состоянии для экспонирования. Даже если предмет ветхий, потенциально мы можем его и реставрировать в будущем. И среди уникальных экспонатов, ну, очень много. Там у нас сейчас на выставке, например, в Симферополе представлены весы, ну, не совсем теразе, ну, подвесные. Они, ну, крючкообразные заканчиваются. И в то же время их не совсем как весы могли использовать. Они, скорее всего, в Крыму были созданы, появились, скажем так, и какому-то человеку удалось их с собой взять. И вот этот крючок, он еще и удобный, и я сразу, даже когда мне показали эти весы, не понял, что это именно что весы. Я думал, что это как раз специальный крюк для перемещения древесины в Марийскую ССР, потому что в первую очередь крымские татары попали в те предприятия, связанные с лесозаготовками и бумажно-целлюлозной промышленностью. И, ну, зная, как работает эта промышленность, собственно, в частности, древесина рубится, довольно зачастую сплавляется по реке, а с помощью вот таких специальных крюков можно было перемещать. И характерные помятости, скажем так, дефекты на этом крюке показывают, что его, эти весы, точнее, использовали как крюк для древесины. Вот такой интересный момент. Среди других вещей, таких интересных, отмечу, что у нас есть там труба от самовара. Вот такой момент. Вообще, когда мы изучаем историю жизни, быта крымских татар в местах спецпоселений, сразу скажу, что в Марийской ССР сохранилось большое количество документов государственных. Там, видимо, чуть лучше, чем в других местах, спецкомендатура работала и докладывала о жизни, условиях жизни крымских татар как раз-таки в спецпоселениях. И, помимо прочего, там вот очень много таких моментов упоминается, сколько у кого вещей есть, вот такие переписи проводились. Там, причем интересно, вот там 1948 год, у спецпереселенцев там число общее, там около 8,5 тысяч. Есть 2000 пар обуви только, да, не у всех, то есть далеко. Столько-то головных уборов, шапок, ушанок теплых, да, и столько-то тулупов и так далее. Вот прям вот перечислено все четко. И среди прочих вещей отмечу, да, вот очень часто вот эти вот в спецкомендатурах отмечали плохие условия жизни долгое время, но в Марийской ССР довольно быстро, уже к 1950 годам, они начали несколько улучшаться. Напоминаю, что лесозаготовки играли стратегическую роль вообще в Советском Союзе, в том плане, что государство, ну, древесина необходима была для восстановления разрушенной страны после войны. И в этом плане очень много крымских татар, ну, работая на лесозаготовках, а еще очень много есть грамот. Интересно, из того, что поощрений, люди награждений, да. смогли забрать с собой. С собой не так много вещей могли забрать. Только очень много священных писаний, мы видим, Корана, довольно часто встречается. Очень редко фотографии довоенные, послевоенные уже есть. У нас сейчас представлено вот не довоенного фонда, а как раз таки то, что в 50-х годах формировалось. Как раз таки личные, ну, инструменты какие-либо, топоры, например, или связанные с сельским хозяйством вещи, лампы различные, которые вот в быту используются. Опять-таки вот печка-буржуйка очень интересный момент, причем небольшая, такого многие отмечают, у нас в Крыму
такие квадратные использовались, прямоугольные, прямоугольные формы. Там вот очень круглые встречаются, и вот тоже такие круглые. Мы вот ищем еще, может, котелок туда добавить, что-то такой момент, элемент быта жизни. Но в первую очередь 50-х годов. Все-таки 40-е годы очень невысокий уровень жизни был, а вот к 50-м годам более-менее начинают появляться вот эти вещи быта, и мы их вот постарались вот представить. Мгм. Вот эти экспонаты, которые представлены на выставке к 18 мая, потом можно будет после окончания этой даты в Крымско-Татарском музее увидеть, либо они появляются только к 18 мая? Нет, в целом мы выставки стараемся примерно минимум 2-3 месяца поддерживать, чтобы они действовали, работали. И вот эта выставка, например, будет действовать до середины лета. До июля-августа где-то она будет функционировать. Многие могут прийти, посмотреть на эти экспонаты. А в основном все экспонаты связаны у нас с историей депортации, в мемориальном комплексе находятся. Мы там стараемся также обновлять экспозицию, которая там представлена, потому что там вещи есть и разных народов еще, и в том числе, чтобы было определенное разнообразие, даже постоянно действующую экспозицию стараемся вносить добавления или изменения определенные. Мгм. Выше вы сказали, что приглашаете студентов на все мероприятия, да, посвященные к 18 мая. Что вы можете сказать об интересе молодежи? И с какого возраста, по вашему мнению, нужно ознакомливать с этой темой детей? Может быть, школьный возраст еще рановат или нет? Школьный возраст, я бы здесь отметил, что, наверное, примерно лучше 9-10 класс начинать с этого времени. Дело в том, что полное осознание вообще темы, самой по себе трагичности, раз, плюс понимание вообще справедливости как таковой, имею в виду, что такое справедливость, а что несправедливо. Ведь тоже яркий момент, даже государство признавало, депортации 40-х годов огульными, ложно обвиненными, несправедливыми и так далее. И чтобы просто объяснить молодому человеку, лучше, наверное, конечно, 9-10 класс, когда он понимает примерно, что происходило в 20 веке. И студенты уже, конечно, это полностью ориентировано, их можно с любого возраста студентов приглашать и рассказывать об этом, потому что уже могут формироваться концепции. То есть здесь, например, крымские татары участвовали в Великой Отечественной войне, многие тысячи сражались в рядах Красной Армии, но почему были высланы? Вот такие моменты, чтобы объяснить, все-таки у человека должны быть уже причинно-следственные связи в голове, понимание вот этого сформировано. И школьников уже, опять-таки, 9-10 класс, это начало такого понимания. А полноценное понимание, конечно, позже намного приходит, в студенческой скамьи. Я сам, если честно, историю более-менее хорошо понимать именно, не просто знать даты, правителей и так далее, или события исторические, много позже стал, уже на магистратуре, например, когда обучался. И вот именно понимание, конечно, много позже начинает. А взрослый человек, конечно, должен уже по опыту жизни сразу понимать тоже, поэтому взрослые люди уже 30-40 лет, они тоже такой целевой аудиторией таких выставок являются, потому что многие не знают, например, о событиях, которые в наше время уже 82 года назад произошли. Какого возраста люди все-таки посещают Крымско-Татарский музей, тот же комплекс Фюрень, чтобы понять, интерес есть в каком возрасте уже появляется, чтобы не пригласили, и студент пришел, или школьник, того же 9 класса, а когда сам заинтересовался человек и начал изучать эту тему? Мы сами довольно редко приглашаем именно, очень много посещают. В целом, среди всех музеев, которые входят в состав Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия, это музей Амитхана Султана, музей истории и археологии в городе Старый Крым, мемориальный комплекс, он самый посещаемый у нас. Десятки тысяч людей ежегодно изучают экспозицию, ознакомливаются с ней. И, как я уже сказал, даже сейчас у нас постоянно записываются на экскурсии. Они у нас тоже полностью бесплатные, но уже каждый день, буквально звонят на такое-то число 30 человек, на такое-то 45 человек. Очень много школ, много турфирмы приводят людей, но они уже более старших возрастов. В основном через турфирмы как раз-таки уже не возрастные, но имею в виду 30 плюс люди как раз-таки активно через них занимаются туризмом, собственно. И в рамках туризма изучение исторического прошлого тоже как раз-таки очень хорошо проходит, и в нашем комплексе тоже постоянно встречаются. Но у нас в основном самый такой массовый день, конечно же, 18 мая является, и в преддверии, 17, 18, 19. Тысячи людей, опять-таки, и возраст самый разный. Но чаще всего в течение года это либо учащиеся школ, чуть реже средних и высших учебных заведений, и взрослые люди. Примерно, даже соотношение, то есть
школы у нас примерно это 30%. Соответственно, еще около 20-30% это средние высшие учебные заведения, и, наконец, еще треть это у нас взрослые люди, самых разных возрастов. И старики бывают, и молодые люди, и самых разных национальностей, и в том числе и географии тоже самые разные. Причем и вплоть до того, что из-за рубежа приезжают люди, из Узбекистана, например, Казахстана и так далее, тоже, чтобы узнать о таком месте и больше о событиях прошлого. Çok sağ olun, что пришли к нам, ответили на очень важные для нашего народа вопросы. Что бы вы хотели сказать нашим зрителям, которые нас сейчас смотрят? Ну, в первую очередь, к 18 мая, конечно же, хотел бы пожелать более хорошей памяти и понимания исторического прошлого. Ведь, знать и понимать, это, конечно, вещи разные, и чтобы все это вместе было у людей. Ну и помнить свою историю в первую очередь. Çok sağ olunuz. Allah razı olsun. Biz ise devam edemiz. Biz Kennedy Sudak şehrine yol aldık ama bu sefer sizni 1943 senesi Şilen köyünde doğan merhametli ve misafirçen Esma Hartananen tanıştıracağımız. Geliniz onun beraber laf edeyik. Merhabanız Esma Hanım. Olursunuz bize tekrar aytmaya ne vakit ve ne yerde siz doğdunuz? Doğan yerim Şirin. Doğdum Oktyabır'ın birincisine 42. senede doğdum. Şirin Konya. Babam Ahmet idi. Anam Fatime idi. Ben o vakti 1,5 yaşındaydım. В общем, toplaştınız hepsini. Aldı anam kucağına beni. Bir şey özden almaya vakit verdiler? Yok, vermediler. Öyle de işte, diyeyim de anam bir çayını aldı. Bekim yaşlıydı, akıllı da ketmedi şey almayı. Şey de yok idi. Da yan evlendiler de. Sonra yolda ben hastalanayım, anda poyuz dursa, orada anam su tapsa, düşüp su alır idi. Tez anamlarının bir yerdeydiler. Tez anam garip çıkım hastalandı. Anda bilmem onu düşürdüler kaldı onda. Son yıllar geçen son arayıp tapıp Krasnovichirsk'in şehrine taptıydı kartanalarımı, anamları. Onda da işte anam İzviskovi zavuta çalışıyordu, babam da yok idi Cenk'ten. Siz Ural'da yaşaganda nasıl onda edi? Ural'da nasıl yaşadık işte. Balalık 6-7 yaşına ballar varıp bal otalarının içine klükva yığıp, yagdi yığıp 7-8 yaşındaydım. Anam işektiriydi, İzviskovi zavuta, это neydi, kombinat var idi bumajный. Onda işektiriydim, ben de oturup o yagdileri satarıydım. В общем, ne diye biznesmen. Öyle kazanırdınız ya? Aha. Öyle de işte yaşarıydık, varıydık mektebe. Mektepte kaç yıl okurdunuz? 8 klas bitirdim de. 8 klas bitirdim, ondan sonra girdim kombinata çalışmaya. 14 yaşındaydım. Вот. İşte öyle de tayfa bakıp. Ya Horantanızda kaç adam idi? Kadem'in eksimizdeydi. Kadem hastalandı. Hasta adıydı. Ya yerlerdeki adamlar size yardım ettiler? Yok. Nasıl yardım? Biri yardım etmediler. Kendi kendimize предоставленныйdı. Ölen öyle kalan kalırdı. Sonra velhaslı anam çalışıyordu. Ben de yalnız işte kartanalarımda dağlara, taşlara yagdi arayıp, ot yığıp, öyle de işte aslandık. O vakti местный halk çürük kartoplar bıraksa, biz de alıp piçonka yapıp başarıyorduk peçkaların üstüne.
Ondan sonra işte 47. senesi mi geldiydi babam. Cenk'ten уже весь раненый. Neydi? İnvalid. Bizim хараманымызны yolu хыйын ве сынавлар иле толу olğan. Хырымдан сүргün olunğandan son ne аш barıdı, ne yaşayacak evi. Çoxusu olar yüves, xozu xulaq toplap, ondan sorpa hazırlaydılar. Balalarga kunde 300 gram beyaz otmek berediler. Ve o vakit olar huvanç duyaydılar. Hem ağlaydılar, hem huvanaydılar. O saniye bir kesek otmek umut ve hurtaruf olğanını anlaydılar. Büyükler çokça hınalaydılar. Baş kahramanın sözlerine göre onun ana babası orman pıça ekenler. Ağaçlarını özenge yebereydiler, balalar ise onlarını üstüne sanki kopurçuklar gibi sekireydiler ve bala olğanı sebebinden haflıq içte duyulmağanlar. Esma Bitanın anası kireç zavodunda çalışkan. Zavodda bergen holçaklardan kızına mektepke çanta dikeydi. Bir şey olmasa da bizim halkımız yaxşı terbiye ve ar namus bereydiler. Уралда yaşaganda Esma Bitamız 16 yaşında Axayga çıxa ve Kazakistan'a koçe. Xırım vatanımızga qaytıp keldiler ve balalarını, torunlarını ostırdılar. Elbette, bita qarabalarımızla çok laf etmek gerekmiz. Tamam, onların laf etken vakit biz tariximizni öğrenemiz. Medeniyetimizni çokça bilemiz, ana tilimizni inkişaf etemiz. Bundan da gayrı onlarni tek laf etmek gerekmey. Onlarni çekim yapmak gerek. Onların sözlerini gazetalarga, muzeylerge bermek gerek. Onlar ise bu malumatni gelecek nesilge saklap kalır. Tamam, bizim muzeylerimiz çok değil ama bizde Akmejit şehrinde Kırım Tatar Muzeyi var. Tamam, anda bizim muhbirimiz Liana levha hazırladı. Geliniz beraberlikte onu seyreteyik. Селям алейкум. В Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия представлены экспонаты, которые отражают историю и культуру народа. Среди них предметы, которые удалось сохранить в период депортации крымских татар в 1944 году. Эти вещи были вывезены из полуострова, сопровождали семьи в местах ссылки и впоследствии вернулись в Крым. В фондах Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия хранятся духовные и культурные реликвии народа, пережившие годы разлуки и изгнания. Каждый предмет отражает судьбу крымских татар, сохраняет память о традициях и вере. Среди трогательных экспонатов предметы религиозного культа. Священный Хоран – центр духовной жизни крымских татар. Некоторые экземпляры из коллекции музея пережили депортацию 1944 года. Перевезенные через тысячи километров, они стали опорой для верующих в трудные годы. В них черпали силы, читали суры в чужом краю и верили, что однажды вернутся на родную землю, в Крым. Молитвенные четки, перебирая их зерна, верующие повторяли имена Аллаха, возносили молитвы за свой народ, находили утешение и поддержку. Четки сопровождали крымских татар в дороге, в труде, на праздниках, напоминая, что вера помогает преодолеть любые испытания. Хуман – ритуальный сосуд для воды, использовавшийся для омовений перед молитвой. Многие семьи сберегли хуманы как часть религиозных традиций. Особая история связана с бытовыми предметами, прошедшими через годы разлуки. Например, джезве – турка и дегермен – кофемолка. Они принадлежали Зикие Бита и Апазу Усину из села Эскиэль Бахчисарайского района. Для крымских татар ритуал приготовления кофе – важная часть гостеприимства. Семья пережила тяжелые испытания, депортацию 1944 года, долгие годы разлуки, поиск близких.
Но Джезвей и Дигермен бережно сохранялись. Даже вдали от родины эти предметы напоминали о доме. Когда бабушка брала их в руки, они возвращали ее мыслями в Крым, становились утешением и хранили память о прежней жизни. Спустя годы, уже в Узбекистане, родственники вновь собрались вместе и пили кофе из этой же турки. В эти минуты оживали воспоминания о родителях, звучали молитвы. Сегодня Джезвей и Дигермен вернулись в Крым и сейчас хранятся в фондах музея. Музей бережно хранит и другие свидетельства богатой культуры народа. Национальные украшения, традиционную одежду, музыкальные инструменты, предметы археологии, этнографии и быта. Вместе они создают яркую картину жизни крымских татар, показывают, как народ, несмотря на испытания, сохранил свои обычаи, язык, веру и культуру. 1944 senesi facia, Kara Günler. Bizim halkımız için hiç unutulmayacak bir mevzu. Elbette, bu vaqtda biz ne kadar laf etsek de az olur. Bizim taqqımız bu sürgünlükten başından geçirgen insanlarla çok tanıştı ve onlarla sübetleşti. Tamam, onlar arasında 91 yaşlı Sirene Bita. Mayıs 18'in sabahını pek yaşı hatırlay. Geliniz birlikte onun hikayesini eşiteyik. Sirene Bita buyuk sürende çok balalı Хорантада dünyaya geldi. 1944 senesi o 10 yaşlı bala idi. Küçük adası ise 6 ay toldurdu. İnsanlarını meydançıqta toplap, maşinalarga yüklep, sürenge alıp kettiler. Yolumuz 26 gün devam eteydi. Yer az, nefes almağa çare yok idi dep hatırlay Sirene Bita. Onun sözlerine göre vagonda bazı insanlar özüne aş alganlar. Böyle insanlar aşnen paylaşıp başkalarını açlıktan kurtardılar. Getirdiler bizim станция Чартак на Манганской обласқа. Анда через санпропускники бердилер. Bütün urbalarımız demir gibi обработка yaptılar. O urbalarından bir daha kiyip ballar başladılar hastalanmağa. Herkesin geldiler araba balaban kopçukları devege yükledi. Balaban kopçuklu araba. Onu üstüne bizni yüklediler. Bir Kırgızca avulga küttüler bizni. Bir Xorandanın içine ettiler. Onun da 2 koz evi var. Onda 10 adam var, bizde 10 adam edik. Bir evin içine birbirimizin üstümüzde yattık. Anam son okugan edi brigadir. Ertesi günü daha yerleşmedik. Sabahlayın brigadir gelip anamı işe alıp gittiler. Ballar, bizler, hepsi ballar men üstüme kaldı. En büyüğü men edim. Anam işe gitken son aş su yok. Son brigadirge aytdı, men balalarını öldürmem dedi. Bu bir havuz var, içine de hayvan da su içe, develer de içerler su, atlar da su içe, yapacaklarını yaparlar. O su, çamur, o çamur suyun ballar içeydi. Son biz, anam aytdı, men balalarını öldürmem dedi. Brigadirge aytkan, berma araba, men sentralna rayonga baram, men tizemi men tatama attılar nemseler. Men mında oturmam, jaya kiterim centrге, no mında oturmam degen. Son netip brigadir oğa yaxşı adam eken. Bizge bir araba berdi, biz centrге keldik. Bellesin anda bizge karşıladılar. Какой там? Karşılardılar. Bir saray berdiler, hayvan bakkan saray. Ne kapısı var, ne penceresi var. Bir içinde de su aka. Прямо kanal gibi, прямо arık su aka. O saray içine biz bir ay yaşadık. Kış soğuk, kar. O içine yaşadık. Men детдомға berdiler. 2 kardeşim sadikке berdiler. Onu açlıktan öldüler kardeşim.
En küçük 6 aylık kardeşim kaldı. Herkes o'z-o'zidan chekishadilar. Herkes mashaq jeyip, öyle çaresi olgan o'zlari beceredi. Kimse birbirine yardım etmedi. Anam garip o'zi pochtada başta çalıştı. Son sadikka kirdi, povur olup çalıştı. Son kardeşim tüzüldü. En küçük kardeşim. O bir büyük kardeşlerim oldu açlıkta. Ben 12 yaşına только mektepke bardım. 12 yaşına. Даже bir söz Rusça bilmeydim. 10. klasın 5'ine bitirdim. Серани Битанын айтқанына көре, о yıllar халқымыз үшін en қиын olған. Amma атта боле вазиетте арзулары бар еді, доктор olmağa. Өз хұрантасына ve başka adamlarga yardım etmek için. Arzu gerçekleşken, o 35 yıl ömrünü Tibet'e bağışlanған, felşer olup çalışkan. Bir saray aldık yarım milyonga. Ne propiska Ahmetçik'ten gelip aldı oğlum. Ne sveti var edi, ne gazı var edi. 4 duvar. Boşum, даже aşamağa, aş pişirmege gazda yok edi. Azbarda ne ettik, aş pişirdik. Yağmur yağğanda başladı duvarlar eşilmege, kaldık dışarıda. Bütün şeylerimiz, olgan şeylerimiz, getirgen şeylerimiz gayip oldu. Bütün çürüp bitti. Propiska yok. Ne yapmak gerek? Akayım infarkttan geldik akayım. Zavodda 40 yıl çalıştı. 14 yaşına olganda garip çalıştı. İnfarkttan geldi. Ben doktor olganına onu bu korçaladım garipini. O nervalandı. O kadar yıl çalışıp azbarda kalganına püstüp olgan son skoreni çağırsak familiyamızın korup skore kemedi. Подстанция yakın edi, bardım, dokumentlerim көрсеттім. Егердім, akayıma помощь бермесеңіз, мен Министерство здравоохранения барарым. Всех вас уволю, дедім. Всех вас. Если вы не будете смотреть, этот человек, дедім, государство план выполнил, 40 лет работал, и вы даже не пришли оказать помощь, дедім. Я сама 35 лет проработала, дедім. Приехала на родину, я здесь родилась. Это моя родина. А я что, чужая? И не советская ребенок. В Крыму родилась, в Советском Союзе родилась. Сон стали смотреть. Больницаға оформить еттілер, путевка берділер санаторияға. Vatanға yol yengil degiledi. Өз ömrünü ve yakınlarının hayatı için küreşmek gerek olgan. Sobieski bir haç kere barıp hasta ahayı için çok soragan. Olarga vesikalar gerek olganını öz ahlarına küreşeceğini anlatgan. Serani Bita Kırımga ailesinden yaşamak hakkında talap etip, yaxşı neticege yetken. Bu kadında nazik, merhametlik ve cesurlik var. Tamam bu çizgiler kıyınlıklarından geçmege ve vatanda yaşamağa yardım ettiler. Elbette, sürgünlük büyük iz kaldırdı. Ve bu iz tek yüreklerimizde değil de, edebiyatımızda da görünüyor. Siz için Uriye Kadırova Taraqtaş şiirini okuy. Geliniz beraberlikte dinleyik. Dağlar, taşlar, Kara deniz bizden ağladı. Kırım yurtu toprağında güneş doğmadı. Matem sardı 44 sene Mayıs ayında. Kara vagon, sonsuz yollar benim anımda. Men yok edim, doğmağanım. Bitam yaş bala. Birer anlatırdı o günü bana. Taң maali bizna evden kelip kızdılar. Bir gecede ana yurtsuz, öksüz bıraktılar. Taraqtaşta küçük evden tağda yol aldık. 11 bala, ana, baba, perişan kaldık. Elde şey yok, aş yok, su yok, yollar belgisiz.
Yok bir nefes, temiz hava, insanlar sessiz akılımda. Studebaker koy ortasında insanlarını doldurdular yük maşinasına, alıp kete maşinalar, kefe, demir yol, mal vagonuna taşlandık, demek sonki yol. Göz yaş aqa, yürek tınmay, gönül kıçıra, doğan evim, koyum, yurtım meni çağıra. Avtomatlar sıra sıra, yardım olu yok. Kaç gün kettik, kimse bilmey, sayısı da yok. Yol boyu toktay vagonlar, ölgenni taşlan, taşlangan cansız bedenni çakallar aşar. Azap dolu faciana, anlatsan bitmez. Yat yerlerde horluk gördük, kimse indemez. Kaysı birin anlatayım, anlatsan bitmez. Avdet, kureş, kavgalarının sayısı bitmez. Vasiyetim sizge balam, bunu unutma. 100 yıl geçse, 1000 seneler, her gün hatırlan. Sürgünlüknün kurbanların duanen anlas. Karamayız 18'na, hiç unutmanız. Her bir insan bu facianı türlü kabul etti. Bazı insanlar bu günlerini müzakere etmege kıynala. Bazı insanlar bir kısımlarını yaxşı bile, kalgan şeylerini unuttu. Bazı insanlar ise her bir anını, her bir dakikani pek yaxşı hatırlay. Her şeyakta hikaye etmege kuch tapa. Tamam, böyle insanlardan birisi bir Ali Kart dedi. Tamam, o akta bizim nevbettegi levhamız seyretemiz. Saygılı seyircilerimiz, biz Sudak şehrine geldik ve Arpat köyünde doğan Ali dedenin evindemiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kaç yaşındasınız? 88'i doldurdum. Maşallah. 89'a gideyim. Siz ne vakit ve ne yerde doğdunuz? Ben doğdum Arpat köyünde, Sudak rayonu. Maşallah. Ne yerden ve nasıl siz sürgün edildiniz? İşte bu doğduğumuz yerden sürgün ettiler Urala'da. Sabah saat 5'teydi, 6'ydı, ne vaktiydi? O vakit gelip kapı vuruldu, kapıya vurdular. Hartanamız kalkıp kapıyı açsa soldatlar girdiler. Ne yapacaksın, ne oldu desek, sizi Kırım'dan çıkaracaklar. Hazırlanınız, çıkınız dediler de. Biz iki ağamla ben idim, bir hartanamız, başka adam yok idi, ana baba yok idi. Öyle de çıkarıp evden sabah işte topladılar mektebin önüne. Hepsimiz onda gittik. Evden bir şey alamaya olmadık. Mektebin önüne çıksak onda halk çok, onda hepsi öyle de maşinalara yüklensin, alıp gittiler Fedosya tarafa. Ya yolculuk nasıl geçti? Yolda nasıl oturduk maşinaya Arpat'tan işte Fedosya varana kadar maşinanın üstüne oturduk da ne yapayım? Onda varan sonra boşalttılar. Pavagonam. İşte öyle de tık gittik. Yani ne yerge sürgün edildiniz? Пермская область, Красновишевский район, деревня Parma. Biz onda bir evin içine 7 semya düştük. Evlerde olsa haberi bir göz ev. Kak barak, bir göz. Sonra biz emcemizle eksimiz kaldık bir eve. Emcemiz, bizim rahmetli babam. O bir göz evi boyutları böyle ortadan. Bir tarafa bizim hartanamız, babamız, iki ağam oturduk. O tarafına emcemizin 4 balası var idi. O tarafına o oturdu. 52. senesine kadar onda oturduk.
o evi. Sonra avuşturdular başka koya. Nasıl? Nageş diyen bir koy var, koy. Nageş'e varan son işte onda dağ kesmeyi alıyorlar da bizim halkın hepsi dağ keseyi. Direkleri yıkaylar, piçaylar, yükleyler, taşıylar ve öyle. Adamlara, çalışan adamlara 5'er gram ekmek verdiler. Ballara bize 300 gram ekmek verdiler. Kardeşin sistemi. Onunla da işte günümüzü gördük işte pek yakışıdı geleydi. Kınaldık mı? Ne yapacaksın öyle de bitti. Ya vatanға nasıl kayttınız? Ya Kırım'da nasıl yerleştiniz? Kırım'a geldik. Benim önce 5 balam var idi. 5 balayla bunda gelip bir ev çıkaldım. Dağayı onda oturuyorum işte ben. Bir özüm kaldım şimdi balalar bunda ikisi. Çok şükür bunda işte bir yörük yaşayıq. Ya Kırım'a gelgenden son Kırım vaziyeti nasıl edi? Kırım'a gelen son bunda öyle... Kıyınlıklarından rast geldiniz? Kıyınçılık oldu конечно. İş vermez ediler. İşe almaz ediler. Bir yıl çalışmadım bunda gelen son. Anda varsan işe almayırlar. Ben ev alan son o ev bizim. Ne için o evi aldın? Не положено тебе этот дом dese ya уже купил dedim. Никуда не yiyor deyip öyle de kaldım işte. Ondan sonra çağırıp kendileri verdiler iş. Ondan sonra başladı çalışmaya. Kimden çalışırdınız? Yaşık hakarıydım. Tarnıcık, yaşık yapan. Anladım. Yaşık mıhlarıydık. Bir yorukaydı işte. Öyle de çalışıp bugünümüze yettik. Böyle kıymetli ve meraklı sohbetimiz şu yerde sonuna yetti. Sağ olunuz Ali dede. Öz hatırlarının bizden paylaşkanınız için. Sizin sözleriniz bizim de hatıramızın bir parçası oldu. Bizim halkımız Müslümanlar olarak evvel ezelden camiler kurganlar. Çok yıllar evvelsi Yarımadamızda ezan 3 kere çok yankıragan. Niçin? Çünkü camilerin sayısı da 3 kerege çok olgan. Elbette şimdiki günde, şimdiki vakit bizim sokaklarımızda da kadimi, eski camiler saklanıp kalındı. Tamam, böyle camilerden birisinde bizim muhbirimiz bulundu ve o vakta sizge hikaye etmeye hazır. Seyretemiz. Selam aleykum dostlar. Bugün biz Ахмеджитте меморчылык әбидесінде, яғни Кебир жамиде bulunamız. Ахмеджит şehri öz serlevasını tamam bu camının adından algan dep sayılar. Camının pida olubu akta bayağı variantlar var. Olardan birisi camını Ali Bek'nin oğlu Hacı Abdurrahman 1508 senesi Mingli Geray'nın saltanatı vaktinde kurulgan. İkinci versiya boyunca bazı arxiv vesikalarda 1496 senesi camının kurulgan vakıtı dep kaydetilgen. Camının binası yıllar devamında birkaç kere rekonstruksiya işlerine uğragan. Cami azbarında 16. asır 1736 senesi olup geçken yangın akta şahat olgan taş levhası bugünkü günge kadar saklanıp kalgan. Onun üstünde olgan sözlerge göre yakılgan cami 1740-41 seneleri camını kurgan Abdurrahman Bek'nin soyu Maksud Ağa bin Hüseyin Ağa ile teklenilgen. 1890 senesi Eskişehir'nin tasvirlerinden birisinde yazılgan ki Kebir cami o vakit Ahmedjit'te olgan 11 kaydetilgen camiler arasında birinci turaydı. Cami terkine da medrese ve tekiye olgan. Ama şimdiki zamanda tekiye hakkında tarihi malumat afsus ki yoktur. Cami divarının topi sol köşesinde da iki yazılı levha yerleşken.
Ашадағы левқа 1817-18 сенелері кечірілген темір лев ішлері ақта шатола. Екінші левқада есе 1908 сенесі мұсылманлар жемааты или кечкен тамерлев ақта айтылған. Тамерлевден соң жамының тыш тарафы берақ деңішкен. Бұндан да ғайры жамының территориясында мезарлы қолған. Шымды ондан ешбір ес қалмаған. Совет бірлігі вақтында кибер жами қапалы олған. 1931 сенесі бина радио достары жемаатына берілген еді. О йыллары минарет деп озғанлар. Бина осмедени мемари көрінішіні жоя. Келечек сенелері хаммам, кинопрокат ве илях решелерге қолданылған. 1970 сенесі китап ұстаханесі кебе çalışқан. Қырым татарлар ватанына қайтқандан соң мұсылманларға қайтарылған. 1990-94 сенелері тамыр ішлері кечірілген. О вақыт тек бір михраб девары қалған. Башқа жаме қысымлары бүтінлей яңыдан япылған. 2002 сенесі қошма реставрация ішлері өткерілген. Қырым облисполкомның қарарына көре 1984 сенесі июнның 6-сынан башлап кебір жаме ерлі иметлі мемаржылық абедесі сайыла. Бүгін жаме эппесі мұсылманлар үшін ачық. Яңы жаме ачылмаған же кебір жаме Қырымның баш жамесінің роліні ойнайды. Керчектен Қырым татарлары үшін жәмелер садыжы бина дегіл. Бұл ақлиқи мектеп, тынчылық ерім, дуалар евім. Тамам бұрын үшін біздер жәмелерін сақлап келмек керекміз. Жәмелерден ғайры да бізде милли музейлеріміз бар. Тамам оларын да сақламаға керектір. Тамам олардан бірісі Аметхан Сұлтан музейі. Келіңіз бері-берлікте бұл музей ақта азырланған левханы сейретейік. Бұйырыңыз. Дорогие друзья, мы находимся в живописном городе Алупка и музее, посвященному дважды герою Советского Союза Аметхану Султану. Музей активно занимается просветительской и исследовательской деятельностью, организует множество выставок и массовых мероприятий. Экспозиция, посвященная боевому пути Аметхан Султана, носит название «Аметхан Султан. Путь к звездам». Аметхан Султан родился 25 октября 1920 года в Алупке. Его родители – Султан Аметхан и Насибе. Отец Аметхана – Лакиц из Дагестана. Будучи юношей 11-13 лет, он с братьями посетил Крым и остался в Алупке у Бекира Садлаева. Выучил язык и культуру крымских татар. Спустя время он женился на его дочери Насибе. В браке родились дети, один из них – Амет, чье имя со временем слилось в единое Аметхан Султан. Он в 8 лет поступил в крымско-татарскую школу первой ступени города Алупки. С таким портфелем ходил Аметхан Султан в школу, писал вот такой вот перьевой ручкой, носил чернильницу непроливайку, а вот это вот предметы быта крымско-татарского дома из меди, вот такие вот изделия изготавливали дедушка и отец Аметхана Султана. Это дегермен, кофемолка, это джезве, турка. Видите, какая у нее длинная ручка с загнутым концом. Это специально делалось, чтобы турка не опрокидывалась. В 1937 году Аметхан Султан уже обучался в Симферопольском училище, совместно работая с слесарем в аэроклубе. Под наставничеством Петра Большакова он начал летать на ПО-2. В 1939 году Аметхан поступил в Качинскую авиашколу под Севастополем. Пройдя ускоренный курс летчика-истребителя, в 1940 году младший лейтенант отправился в армию. Начав службу в Бобруйске, он вскоре попал в 4-й истребительный авиаполк у Кишинева. Так начался его путь в небе. С началом Великой Отечественной войны Аметхан Султан встал на защиту своей страны.
Начало пути пришлось на тяжелые дни 1941 года. В небе над Ростовом-на-Дону молодой летчик впервые скрестил оружие с врагом. Потом был Сталинград. Над израненной Волгой Амитхан сражался с упорством льва. Осенью 1942 года он пошел на таран. В отчаянном рывке обрушил немецкий Ю-88 в огненную бездну. Этот подвиг стал легендой. Он шел вперед, через освобожденный Ростов, через степи Донбасса. Над Днепром Амитхан прикрывал переправы, словно щит, оберегая тех, кто шел в наступление. Весной 1944 года в Алупке Амитхан Султан стал свидетелем депортации крымских татар, но долг звал вперед. В июне он поднялся в небо на новом Ла-7 и устремился к победам. Украина, Польша, Восточная Пруссия. Карта его подвигов ширилась вместе с наступлением Красной Армии. Каждый вылет – новый вызов, каждая победа – капля в море общей победы. Слава о нем гремела словно гром. По рации немцы тревожно оповещали: «Ахтунг, в небе Амитхан!» Апрель 1945-го. Берлин. В небе над руинами столицы он поставил точку. Сбил ФВ-190 немецкого аса. 603 боевых вылета, 152 воздушных боя, 30 самолетов лично и 19 в группе. Я хочу показать вам все высшие правительственные награды, которыми был удостоен Амитхан Султан во время Великой Отечественной войны. 3 ордена Ленина, орден Красной Звезды, знак Гвардеец, орден Великой Отечественной войны первой степени, орден Александра Невского, 3 ордена Красного Знамени. И здесь в футляре вы видите 2 медали «Золотая звезда». Амитхан Султан дважды Герой Советского Союза. Первую медаль он получил в августе 1943 года, вторую в июне 1945 года. После войны небо не отпустило его. В Жуковском он стал испытателем. Около 100 типов машин покорились его мастерству. Он стоял у истоков реактивной эры, работал с первыми космонавтами, испытывал первые крылатые ракеты. 1 февраля 1971 года Амитхан Султан, командир экипажа, дважды Герой Советского Союза, и 4 членов экипажа участвуют в испытаниях самолета Ту-16 «Летающая лаборатория» с подвешенным под ним новейшим реактивным двигателем. Во время испытаний произошло непредвиденное, произошел взрыв, и он был такой силы, что самолет раскололся на 2 части. Большая его часть, хвостовая, вонзилась глубоко в болото под Егорьевском, а кабину отбросила на 4-5 километров. И в условиях суровой февральской зимы поиски не дали положительных результатов, и лишь позже, благодаря леснику, было установлено ее месторасположение. Амитхан Султан погиб 1 февраля 1971 года во время испытательного полета. Ему было всего 50 лет. Его похоронили в Новодевичьем кладбище в Москве. Площади и аэропорты носят его имя. Бюсты стоят в городах России и Крыма. Малая планета в космосе названа Амитхан. Он не просто герой. Он символ мужества, верности и полета, чей след в небе не сотрется вовеки. Сөргөнлүктен 82 ел кечти. Ама яраларымыз әле дә тазе. Мен белесем, еллар кечер, несиллер денишер. Ама яра öyle de taze kalır. Biz bu facianı şahidi değilmiz. Ama yara hep bir bizim yüreğimizde var. Bizim stüdyamızın evbetegi musafir buluna bu Голос Крыма gazetesinin baş muhariri Eldar Seyitbekirov. Hoş geldiniz suhbetimizge. Selam aleyküm Eldar Bey, hoş geldiniz. Sağ olunuz. Sağ olunuz, bu mevzunu müzakere etmege razılık verdiniz ve birkaç suallerimiz var. Birincisi, как ваша газета «Голос Крыма» участвует в освещении темы депортации крымских татар? Газета «Голос Крыма» выходит уже на протяжении 33 лет. И, конечно, тема депортации, она никогда не сходила со страниц нашего издания.
Я сам родился в Узбекистане, в местах депортации, слышал рассказы своих бабушек, дедушек о том, что им пришлось пережить, последствия. Ну и сам факт, вот, что они жили в бараке, которые они заселили после землянки еще в 1940-х годах, он говорил сам за себя, что наша семья, она была всковырнута, она лишилась недвижимости в Крыму и была насильственно выслана за многие тысячи километров в Узбекистан. И слушая их рассказы, рассказы родителей, я рос на этом, я воспитывался на этом. И, в принципе, так происходило в каждой крымско-татарской семье. И поэтому, когда наступил момент массового возвращения, а были и те, кто пытались народ остановить, это конец 1980-х годов, они считали, что уже сменились поколения, родились дети, подросли, уже они превратились в молодых людей, кто выучился, получил специальности, работал, и все готовы они были оставить и ехать в Крым. Практически вот эти все заявления, что народ укоренился, они не соответствовали действительности. И вот когда в 1993 году начала выходить газета «Голос Крыма», еще было живо поколение, которое, будучи уже взрослыми людьми, были депортированы, то есть пережили вот этот акт вандализма. Естественно, они живые свидетели, у них все очень хорошо сохранилось в памяти, они рассказывали мельчайшие тонкости, и не только сам акт депортации, но и жизнь в оккупационном Крыму, когда германские войска Крым оккупировали, когда шла война, был очень тяжелый период, и поэтому народу пришлось очень много пережить, было очень тяжело, потому что это все неразрывно связано. Вы представьте, что несколько лет жить в оккупации, опасаясь и за свою жизнь, и что придут, кого-то угонят в Германию, заберут детей, которым исполнилось 18 лет, могли прийти, обвинить в чем-то, расстрелять, избить, обобрать твой дом, обворовать, забрать еду. Был комендантский час. Вот во время оккупации запрещалось, как мне отец рассказывал, что вечером, когда был объявлен комендантский час, все, никто на улицу не имел права выйти. На окнах висели темные занавески, и поэтому, если ты зажигал там керосиновую лампу или свечу, не должно окно было светиться, иначе стреляли в окна. Друг к другу никто практически в гости не ходил. Вот такая тишина была, улицы обезлюдили, и это продолжалось несколько лет. И, казалось бы, наступила пора освобождения, народ вздохнул, он был воодушевленный. Вот буквально завтра в номере газеты «Голос Крыма» выйдет материал, подготовленный профессором Исмаилом Керимовым. Взята газета «Хызыл Хрым», и последний номер 17 мая, то есть накануне депортации. И о чем люди писали? Люди радовались, люди верили, люди заверяли, что они будут работать, что ударным трудом будут восстанавливать экономику, разрушенные дома, расчищать улицы. Вот такими публикациями был насыщен последний номер газеты «Хызыл Хрым». Но произошла такая трагедия, и
многодневный путь в ссылку, люди в вагонах умирали, ехали, конечно, в нечеловеческих условиях. Если кто умер, хоронить не было возможности. И вот привезли, ну, кто куда попал. Кто в Узбекистан, кто на Урал попал. В Узбекистане тоже в разные районы, в разные города. И те, кто оказались в сельской местности или в голодной степи, конечно, все сопутствующие условия, они отрицательные, они опять-таки как вызов оказались перед народом. Но наша семья попала в город Бикабад, расселили в землянках. В землянках там жили военнопленные. Военнопленные японцы, военнопленные немцы. И вот когда землянки от них освободили, туда заселили крымских татар. И это по несколько семей проживало там и по 40, и по 60 человек в одной землянке. Просто это была голая земля, ну, у кого какой был с собой скарб. То есть люди уехали с узелками в руках. Никто там тоннами или сотнями или десятками килограммов не имел возможности взять, и люди не понимали, когда выселяли. Поэтому, ну, разместившись в таких землянках, людей начали косить болезни. Это малярия, дизентерия, тиф. И, естественно, было очень много смертей. Но мы всегда как-то раньше все это писали, особо не брали во внимание вот это моральное состояние. А если оно гнетет, то болезни, они возбуждаются вот на нервной почве. Поэтому вот когда вот эти ощущения себе представишь, естественно, что ситуация была просто страшная. И вот из публикаций, и у респондентов, у того поколения, когда мы брали материалы, они рассказывали, что мы, будучи 18-летними парнями, каждый день копали по несколько могил. Могилы были неглубокие. И у нас сил не было копать. Просто одни, вторые, третьи приходили, и вот их просто вот это сообщество пыталось хоть как-то более усиленно накормить, чтобы они поели, и у них дальше были силы копать вот эти могилы. Поэтому вот этот сбор материалов, эти свидетельства в 1990-е годы нами были осуществлены. Мы это поколение застали, и мы постарались полноценно у этого поколения взять информацию. Респонденты, они, конечно, разные. Кто-то может очень долго говорить, из кого-то нужно было вытягивать какие-то факты. Да. Но а были и те образованные, грамотные, которые сами могли взять и своей рукой написать статью или свои воспоминания и принести в редакцию. Произошла смена поколений. Остались в живых это дети депортации. Да. То есть тем, кого сегодня уже за 80 лет. Дети, они уже свои воспоминания писали, исходя из своего детского взгляда. То есть он не был взрослым, он был ребенком, но перед глазами все происходило. И это, наверное, основной пласт материала, вот, который удалось зафиксировать в газете «Голос Крыма» на протяжении своей 33-летней деятельности. Дети писали с такой обидой, ну, с такой болью эти материалы отражались. Вот мой отец Адиль Сидбекиров, он сам работал журналистом в «Голосе Крыма», и как-то я ему сказал: давай напиши вот свои воспоминания. И он писал, и публиковали. Сколько лет было ему при депортации? Он 38-го года, ему 6 лет.
Тоже Ему ребенок. 6 лет. И вот он такой фрагмент описал, что во время войны мама ему рассказывала, что такое мороженое. И говорит, я по рассказам пытался себе представить, но я его не пробовал. И когда Крым освободили советские войска, ну вот он мечтал попробовать мороженое, но в Крыму этого ему не удалось. Он его впервые там, в Узбекистане, через много лет после депортации, впервые попробовал, что такое мороженое. Эти материалы десятилетиями публиковались на страницах газеты. Мы распространяли анкеты через газету, и люди писали свои воспоминания, присылали, а мы передавали некоторым авторам, которые выпускали по этой теме книги, в частности, Рифат ага Куртиеву. Вот лет 10, даже больше, у нас внештатный автор есть, Лидия Муртазаевна Джербинова. Она, когда вышла на пенсию, но человек активный, хотела продолжать заниматься полезным трудом, вот она начала собирать этот материал, публиковать в газете, а потом выпускать книги. И уже, если я не ошибаюсь, 4 тома такой книги увидели свет. Это ее частная инициатива. В принципе, для нас это даже был образец, что у каждого журналиста есть и по 600, и по 800, и за 1000 публикаций, что можно вот эти публикации брать и потом выпускать книги. Сейчас уже детей депортации практически не остались. Уже тоже произошла смена поколений, очень редко. И даже кто жив и здравствует, не всегда все помнит. И уже пишутся материалы по воспоминаниям внуков детей депортации. Конечно, этот материал не может быть полным, если человек специально не посвящает себя исследованию данной темы. Если он исследует, он ходит в библиотеки, он ходит в архив, то, конечно, он может выдавать оригинальные материалы. Вот здесь бы я хотел бы обратить внимание крымско-татарские семьи на то, что у каждого дома есть фотоальбом. Я его назвал «Бабушкин альбом». Там масса, у многих есть фотографии, у кого-то масса фотографий, но, к сожалению, сегодня они постепенно становятся безмолвными. Если они не подписаны, о них никто ничего не знает, то с уходом старшего поколения лицо есть, а кто на нем изображен, кем он тебе приходится. Возможно, это твой ближайший родственник, а может быть и пращур, прабабушка, прадедушка или прапра, а ты сегодня не знаешь. И поэтому задача, вот, чтобы помнить и знать эту тему, это не так, что поверхностно прочел, там побежал или пошел, посмотрел какой-то концерт или спектакль, посвященный данной тематике. Нет, каждый должен с себя начать, с истории своей семьи, со своей генеалогии. И тогда картина станет все яснее и яснее. Ну и сказать, что вот мы берем прямо под 18 мая, готовим спецномер. Нет, мы от этого уже давно отказались. На протяжении года у нас эта тема звучит, потому что респонденты, они постоянно находятся. А вот мы своей задачей видим, чтобы к этой дате какие-то новые идеи, новые предложения, новые темы, и мы это осуществляем. И скажем так, что вот 17 мая флагман, это Крымский научный центр Института истории имени Шагабаддина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь,
Они с удовольствием предоставили нам конференц-зал, и редакция газеты «Голос Крыма Нью» мы проводим краеведческую конференцию. И это не обязательно только тема депортации, это история Крыма, и куда плавно вписывается и тема насильственного выселения крымских татар 18 мая 1944 года. Вы выше сказали, что скоро выйдет статья, которая на основе газеты 17 мая 1944 года написана, да? Много ли сохранилось на сегодняшний день изданий додепортационных? Ну, я вам скажу так, что в принципе, когда крымских татар выслали, все издания были закрыты. И вот только в конце 1950-х годов Ленин Байрагы в Узбекистане был организован. Это орган ЦК Компартии Узбекистана. Ну, потом журнал «Йылдыз», потом были районные газеты. Вот такой непосредственной связи у них нет. Но после возвращения в Крым возникли новые издания, здесь были открыты. Ну, а редакция газеты «Ленин Байрагы» приняла решение переименовать свою газету в «Яны Дюнья», а такая газета издавалась в Крыму, если не ошибаюсь, в 1918 году. Вот. Ну, они приняли такое решение. Поэтому вот такой связи ее нет. Ну, если коллектив так посчитал для себя возможным, приемлемым, но это как бы их взгляды, их право и их мнение. Вот. Такая же ситуация может быть и с другими изданиями. Кто его знает, может, кто-то захочет когда-то образовать газету «Терджиман». И это опять-таки право человека будет. Или газету «Милет», или «Голос татар». И поэтому здесь подходы у всех будут разные, индивидуальные. Додепортационные издания все-таки не сохранились в никаких архивах. Они закрылись после депортации, а когда мы вернулись? Нет, вот здесь таки я хочу сказать, что многое сохранилось, но они лежат в библиотеках. Их надо идти и изучать в библиотеках. Не все сохранилось в Крыму. Как правило, газеты, вот центральные, скажем, столичные библиотеки, они собирались там, газеты. И сегодня мы тоже отправляем, вот каждую пятницу я отправляю 10 экземпляров в Москву. И там какие-то экземпляры ложатся на полки библиотеки. Поэтому в Москве, в библиотеке, сохранились крымстарские издания, и в Санкт-Петербурге. Газета «Терджиман» в Санкт-Петербурге, газета «Голос татар», 6 номеров в Санкт-Петербурге, несколько номеров в Московской библиотеке. И другие вот довоенные издания также имеются в этих библиотеках и в крымских библиотеках имеются. «Ленин Байрагы», «Йылдыз», «Яна Дуня» в этих изданиях упоминалась тема депортации или все время было запрещено? В Узбекистане вообще тема депортации, она была запрещенной. Там в советский период была цензура, и поэтому даже произведения в такой обтекаемой форме написанные, там, эзоповым языком, все проходило через цензуру, смотрели, и если чувствовали, то что-то связано очень близко с Крымом, то, конечно, это запрещали публиковать. Но а само вот это слово «депортация» вот в таком публичном пространстве, оно ходило только внутри крымско-татарского народа, и об этом больше, если уж где-то публичную плоскость это выходило через документы национального движения, то это от непосредственных участников национальной борьбы.
Но, как правило, такие материалы, такие заявления, они приводили к тому, что люди получали реальные тюремные сроки. Угу. Какие формы памяти и материалы, то есть свидетельства, архивы, репортажи вы считаете приоритетными для публикации к 18 мая? Каких-то приоритетов их нет. Для меня главное – это что-то свежее, это что-то новое. Вот у нас есть постоянный автор, поэтесса Ленифер Мамбетова. Она уже много лет публикует, к 18 мая она пишет специально для «Голоса Крыма» новые стихи. И вот в этом году, в завтрашнем номере, опять новое стихотворение, посвящено 18 мая. Сейчас актуальны исследования. Если мы смогли зафиксировать много очень повествований устных, то с архивными материалами, как правило, обстоит дела не совсем так, как хотелось бы, потому что очень узок круг исследователей. Очень мало людей, которые идут в архив и работают. Как-то мой отец пошел, принес, просто, скажем так, материал для нас очень неожиданный. Он родился в деревне Гаспра. И ему дали папку с описью имущества крымских татар, высланных из деревни Гаспра. В нашей деревне это Ласточкино гнездо находится. Угу. То есть домовладение, сколько комнат, кому этот дом принадлежал, хозяин дома, название улицы и номер дома. Описано вплоть до ложки имущества. И вот он сделал это по деревне Гаспра, по деревне соседней Мисхор и деревне Хуриис. Мы опубликовали это в газете. И вот сегодня, когда проводится Койдешлер Курошева, проходит, и вот 3 наши деревни, объединившись, тоже проводят, вот эти списки, они ходят по рукам. Их люди читают, вот благодаря им они знают, какое у них было имущество, какой недвижимостью обладали их предки. И если этот дом сохранился, они могут по адресу, хотя улицы, названия менялись и нумерация, но это уже огромная зацепка, пойти таким образом, найти свой отчий дом, свое родное домовладение. Вот. И поэтому такого плана материалы требуются. И здесь никто никого не ограничивает. Просто надо идти и работать в архивах. Для этого должны быть заинтересованные лица. Ну и, скажем, еще один пласт – это архивы Узбекистана. Там совсем мало исследователей работало по крымско-татарской теме. Туда требуется направлять научных сотрудников или организовывать экспедиции и вообще получить доступ для работы. Лучше было бы, если можно было бы отцифровать эти документы, даже помочь, скажем, Узбекскому государственному архиву. Может быть, грант какой-то выделит государство. Связи с обществом крымских татар в Узбекистане? Связи с обществом они есть, но, как правило, общество занимается больше культурно-развлекательными проблемами. То есть для работы в архиве нужны подготовленные люди, которые бы горели этим. Это должны быть профессиональные историки или исследователи, которые посвящают свою жизнь этой работе и этой теме. Просто так человек, который пусть будет учителем, врачом, музыкантом, артистом, он не пойдет в архив работать. Они немножечко далеки от этой проблемы. То есть это проблема, одна из проблем? Это проблема.
это проблема, что необходимо исследование. С какими еще проблемами сталкивается редакция при сборе фактов и архивов? Как их преодолевать? Преодолевать хорошо, что уже это на протяжении 30-летней деятельности мы имеем контакты и сотрудничаем не просто с населением, с читателями нашими, поклонниками, скажем, а с научными кругами. И, конечно, материал новый ученого, он украсит любое издание. И нам в свое время мы взяли дорогу соответствующую. Мы сотрудничали не только с крымско-татарскими учеными, а и с учеными других национальностей, которые сделали великий вклад в освещение и в изучение истории крымско-татарского народа. И они не только писали статьи, не только проводили исследования, они, ведя преподавательскую деятельность в университете, они воспитали молодых уже крымско-татарских историков. Мы знаем, что в Узбекистане эта специальность не очень-то на нее крымские татары допускались. И профессиональных историков было раз-два и обчелся, а с ученой степенью, их и не было. И уже в Крыму эти люди образования, люди науки, они, найдя себе крымско-татарских учеников, студентов, они через определенное время вырастили из них кандидатов и докторов наук. Мы прожили в Узбекистане около 40 лет. Основная масса народа прожила там. Мы не только там просто пребывали, нет. Крымские татары, оказавшись в таких условиях, они всегда хотели возвратиться в Крым. Они ждали, что их как выслали, так и возродят, но, к сожалению, так не получилось. Поэтому народ цеплялся за жизнь. Народ очень стремительно сокращался, и ему надо было найти опору, тот фундамент, который остановил бы этот процесс и возродил бы жизнь. И народ этот фундамент нашел. Земля, дом, то есть народ там брал земельные участки или, работая, получал квартиры, но опять-таки стремился взять земельный участок и построить дом. Семья, дети. Крымско-татарские свадьбы, они не были такие большие, как сейчас. Они собирались в одной комнате. Но в 45-х, 46-х, 47-х годах крымско-татарские свадьбы проходили, семьи создавались. Рождались дети. Это было заложено в сознании крымско-татарского народа. Других путей не было. Детям необходимо было дать образование, и за счет этого образовательный уровень поднимался. Потому что основная масса народа, которая была депортирована, она была малограмотная. И от малограмотного крымского татарина шел процесс к получению и среднего образования, и среднетехнического, и высшего образования. Поэтому к моменту возвращения значительное число крымских татар имели уже высшее образование, и в каждой семье эта идея, эта основа, этот культ образования, он созрел, он создался. И когда мы переехали сюда, мы просто продолжили эту работу до сегодняшнего дня. В Узбекистане остались крымско-татарские кладбища, уходили поколения. Если вы зайдете в Узбекистане на крымско-татарское кладбище, вы увидите на надмогильных камнях, на башташах
надписи места рождения, обычно это был Крым, это были деревни или города крымские, и место смерти. Вот это наше культурно-историческое наследие, которое требует фиксации. Вот это чтобы сохранение памяти к 18 мая. Необходимо это издавать на эту тему книги, потому что на этих надмогильных камнях эпитафии находятся, писались. Эпитафия – это боль или пожелание, или мысль, выраженная ближайшими родственниками. Это имеет ценнейшее значение. Кладбища тоже имеют жизнь, и они не могут вечно сохраняться, тем более, если за ними никто не ухаживает. Крымские татары построили там дома. Это тоже требует фиксации. Вот в таких домах жили крымские татары на момент возвращения. И они были построены не государством, они были построены собственными руками. Вот такие темы, это и есть продолжение тем 18 мая. Поэтому равнодушным никому нельзя оставаться. Тема эта незабываемая. Вот некоторые пропагандируют, что мы должны уйти от этой темы, мы должны отказаться. Историю для этого пишут и сохраняют, и изучают. Но это не означает, что крымско-татарский народ зациклился на этой теме, и ему больше ничего не надо. Он от зацикленности отошел еще в Узбекистане, когда интегрировался в то общество, когда у наших соотечественников появлялись друзья, коллеги разных национальностей, люди дружили очень близко, общались с семьями. Это представители разных национальностей. И поэтому, что зациклились, ушли в себя, это мешает нам жить, это абсолютно не к нам. У нас народ очень толерантный, не злопамятный, он готов протягивать руку помощи другим, всем, но боль и трагедия – это история, а историю надо знать и нельзя забывать. Çok sağ olunuz, что пришли, ответили на такие важные для нас вопросы. Siz de sağ olunuz. Biz işe devam edemiz.
Шымды бар, табиат ачылам, тереклер гүллей. Азбарда парлах күнешлі күнлер, ама бұна бақмадан юрегіміз бүгін ағылай. Майыстың 18-ы бір Қырым татарының юрегінде терен яралар қалдырды. Elbette, çok balacıklar ana obalarını öcüydü. Ana obalar ise öz ballarını. Tamam, bu mevzu haqda çok laf etmek mümkün. Ve yaralarımız daha da taze olur. Şimdi ise sizin dikkatinize Nariman Ametov çıkargan bir levha. Geliniz onu beraberlikte seyredeyik. Yaralı kalbim, kanağan yüreğim, inledi tuğan dağlarım, okundu kara denizim. Bu haksızlığa dayanmay canım, yetmey aklım. Kaç kere bu sualını özüme verdim. Biz, yigitler, akaylar cenkte vatan için can bergende ballarımızını, apaylarımızını, kartlarımızını ana vatandan sürgün ettiler. Ne diye? Ne için? Ne için? Ne diye? Sürgünlük mevzusuna bağışlanған марафонымыз sonuna yetmekte. Elbette, bu günler bizim halkımızın kara günleri. 1944 senesi Mayıs 18'i bizim halkımız sürgün olundu. Ama bu facia, bu kara günler bir gün değil, birkaç hafta değil, aylar da değil. Bu facia bizim halkımız için birkaç yıllar ötkerildi. Bizim halkımız çok yıllar devamında kıyınlıklarını gördü. Kıyınlıklarını, hastalıklarını, ölümlerini, pek çok ölümlerini. Yaş olmağına bakmadan yaş ballar, yaş kızlar öz korontazalarını gömdüler. Ve bu haqda çoktan çok laf ete bilemiz. Biz hiç bir vakit bu kara günlerini unutmayacağız. Ama buna bakmadan bizler, yaş nesil, hep bizim medeniyetimizni, tilimizni, tariximizni saqlab kalmak gerekmiz. Çünkü geçmişini bilmegen insan gelecekini de görmez. Onun için tamam bizim ana tilimizni öğreniniz, medeniyetimizden tanış olunuz, tariximizni biliniz. Ve o vakit bizim geleceğimiz mutlaka inşallah parlak olur.